В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 3 февраля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Продолжается подготовка к пропуску весеннего половодья. Ослабление прочности льда проведут на затороопасных участках 7 рек республики. Разгон до 100 км в час за 10 секунд. Автопарк госавтоинспекции пополнили новые патрульные автомобили. В Нерюнгри родители воспитанников дошкольного учреждения инициировали проверку качества питания, но это лишь одна из проблем, которые существуют в образовательном учреждении. Новые технологии в Ленском районе. В этом году в селе Чамчаурто появится высокоскоростной 4G интернет. Уникальная Россия. 22 мастера народных промыслов и деятели культуры презентовали Татинский улус на выставке в Москве. Министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев подал в отставку. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Пост министра занял его первый заместитель Леонид Спиридонов. Он имеет звание мастера спорта международного класса по вольной борьбе, окончил ЕГУ по специальностям специалист по физической культуре и спорту и менеджмент организаций. С 2019 года возглавлял Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Якутии, а 31 марта 2021 года был назначен первым заместителем министра по физической культуре и спорту республики. Также Ирина Высоких покинула должность министра предпринимательства, торговли и туризма республики. Высоких Ирина Сергеевна освобождена от должности по собственной инициативе, говорится в сообщении. Карбушев Максим Геннадьевич назначен исполняющим обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма республики до принятия кадрового решения. Продолжаем тему. Саргалана Матвеева назначена заместителем председателя Государственного комитета по ценовой политике Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня 3 февраля своим указом освободил Галину Служаеву от должности заместителя председателя Госкомцен Республики в связи с переходом на другую работу и назначил заместителем председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Саргалану Матвееву. До своего назначения Саргалана Матвеева работала заместителем руководителя Департамента регулирования организаций коммунального комплекса, цифровизации и мобилизационной работы Государственного комитета по ценовой политике республики. К другим темам. Подготовка к пропуску весеннего половодья идет в штатном режиме. Ослабление прочности льда проведут на 77 затороопасных участках рек Лена, Алдан, Колыма, Амга, Нюя и Тока. Ленское бассейновое водное управление будет контролировать эту работу. Об этом сообщили сегодня на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Якутии по безопасному пропуску паводка. Также установят безопасный режим работы гидроузлов на Вилюйском и Колымском водохранилищах. Выездная оперативная группа правительства республики и МЧС будет работать по рекам республики, начиная от поселка Пеледу Ленского района и заканчивая селом Походск Нижнеколымского улуса. Все заторные участки возьмут на контроль. По противопаводковым мероприятиям сейчас самое актуальное, что финансовые средства доведены. Для Республики Саха-Якутия в этом году где-то будет 37 миллионов. Из них 10 миллионов – это за счет субвенций, которые будет проходить через Министерство экологии финансирование. Заказчиком будет исполнительная дирекция по ликвидации последствий паводков. Основная часть проходит через наш филиал Ленрегионводхоз, ФГВУ Сантрегионводхоз. Сейчас конкурсные процедуры идут. Все по Лене, по Колыма, значит, конкурсные процедуры уже начаты, размещены. Представители Комитета по делам Арктики и профильных министерств и региона в режиме онлайн обсудили сотрудничество в сфере обеспечения продовольственными товарами арктических районов республики в рамках Северного завоза. Одним из самых перспективных и выгодных направлений может стать маршрут Петербург-поселок Черский по Северному морскому пути. Эксперты считают, что в целом за сезон можно будет доставить не менее 9 тысяч тонн продовольствия и других грузов. Ранее сообщалось, что в 2022 году объем поставок из Петербурга в Арктику превысит 300 тысяч тонн. Перейдем к эпидобстановке в нашей республике. За минувшие сутки выявлен 3381 случай инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 2403 человека. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев и скорость распространения инфекции, у большинства пациентов наблюдается легкое течение заболевания. Это обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Необходимо обратить внимание, что система здравоохранения в полном объеме осуществляет лечение заболевших людей. У нас увеличивается количество выздоровевших. За последние сутки выздоровело 2403 человека. Накануне это было 1521. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, несмотря на увеличение количества этих выявленных случаев и скорость распространения, пока медицинские работники у вакцинированных людей, либо ревакцинированных, в зависимости от стадии, отмечают легкое течение заболеваний. Для невакцинированных людей сохраняется угроза тяжелого течения заболевания, и это мы видим сегодня уже на анализе 4 недель. По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора, с 24 по 30 января ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике остается напряженной. Так, в целом по республике зарегистрировано 30 956 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению превышает эпидемический порог более чем в 4,5 раза. По результатам лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа за прошедшую неделю отмечается активная циркуляция вирусов гриппа А, доля от положительных находок которых составила 35,6%. Среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии доминируют вирусы парагриппа. Готовность высокая. Новый кардиологический центр в Якутске на финальной стадии строительства. Здание полностью готово, остались только пусконаладочные работы. Центр станет головным учреждением единой системы кардиососудистой службы, и в его направлениях будет не только лечение, но и реабилитация пациентов. Мадина Халикова расскажет подробнее. Уже скоро в этих стенах начнут принимать первых пациентов. На передовом высокотехнологичном оборудовании, равному которым нет на всем Дальнем Востоке, приступят к обследованию, операциям и диагностике больных. Чуть больше полугода назад специалисты федеральных компаний приступили к установке современнейшей техники. Ведь важна каждая деталь. Сейчас на финальной стадии пусконаладочные работы. Мы монтируем здесь операционные, чистые помещения, системы чистой вентиляции и систему телемедицины. Это крайне современная на самом деле система, которая позволяет хирургу получать, во-первых, помощь, если ему необходимо проконсультироваться с какими-то специалистами, которые находятся в любом конце планеты. И сами помещения, которые мы здесь собираем, они считаются золотым стандартом по всей планете. Здесь будут проводить операции, которых и вовсе никогда не делали в ближайших регионах. Якутия станет центром по оказанию качественной помощи в кардиологии в Дальневосточном округе. Сегодня проверить, как идет подготовка к скорому открытию, приехал первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков. Здесь мы будем выполнять эндоваскулярные операции. Возможности этого аппарата у нас 2D, 3D в качестве, а также со всех позиций мы будем выполнять визуализацию данных патологий. То есть это самое последнее у нас оборудование. Да. Новее этого оборудования нету в стране, да, и, соответственно, мы должны наших специалистов немножко доподготовить для того, чтобы дообучить, чтобы они могли полностью использовать возможности такого современного комплекса. Работать в этом кардиососудистом центре будут более 1000 специалистов, от нейрохирургов до терапевтов. Это самый высококвалифицированный медицинский персонал. Конечно, ряд профессий, ряд таких специальностей сейчас будут проходить переподготовку. Мы специально не открытие объекта приурочили не к его строительной готовности, а к его готовности как функциональный центр. То есть люди должны сейчас пройти обучение, подготовку, и в апреле они уже будут полностью готовы, не только технически, но и уже кадрово принимать пациентов. Кардиососудистый центр станет головным учреждением единой профильной службы, где реализуют подходы к лечению заболеваний сердца, сосудов головного мозга. В республике актуальным остается региональный план маршрутизации пациентов ключевых групп таких заболеваний. Четко понимаем, что по кардиологической службе будет головное учреждение для оказания кардиологической помощи, сосудистой помощи, по неврологии тоже для жителей нашей республики. И, конечно же, это все повлияет на снижение летальности от кардиопатологии, от болезней системы кровообращения, от острых инфарктов, от острых нарушений мозгового кровообращения, от хронической сердечной недостаточности. Еще одно направление – развитие кардиореабилитации. Она также необходима, как и само лечение, и проводить ее будут на высококвалифицированном уровне.
Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Национальная библиотека обслуживает читателей только по предварительной записи. Так, в день в читальные залы библиотеки приходят не более 150 человек. Для маломобильных читателей сотрудники Национальной библиотеки еще в прошлом году запустили проект «Библиомобиль», в рамках которого 2 раза в месяц они развозят читателям книги и журналы по адресам. Всего состоялось более 100 таких выездов. Помимо этого, читатели стали широко пользоваться услугами электронной библиотеки. Так, за прошлый год электронную библиотеку посетили около 1,5 миллиона читателей. Да, во-первых, мы должны сделать таким образом, чтобы на сайте любой библиотеки Республики Саха-Якутия появилась своя электронная библиотека. Причем это не значит, что там будет развернута инфраструктура по сканированию, да, специалисты. Может быть, на местах у некоторых библиотек с этим есть трудности, но мы сделаем с помощью программных интерфейсов, сделаем так, что наша электронная библиотека будет интегрироваться на сайте других библиотек. Следующий момент – это мы должны поработать над рекомендациями для наших читателей, которые будут составляться в автоматическом режиме с помощью нейронных сетей. Мы еще должны поработать по поводу вопросы распознавания, да, якутского текста, очень остростоящие вопросы. Тут мы будем использовать систему машинного зрения, допустим. В Якутии проверят факт нарушения жилищных прав инвалида и причинения вреда его здоровью. Прокуратура Алайховского района после сообщений СМИ о проживании лица с ограниченными возможностями здоровья в аварийном доме в поселке Чукурдах организовала проверку. В ходе процедуры ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации поселка по обеспечению жилищных прав пострадавшего гражданина. По поручению прокуратуры Республики Саха-Якутия прокуратура Алайховского района организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о проживании лица с ограниченными возможностями здоровья в аварийном доме, причинении вреда его здоровью в результате проживания в непригодных для жизни условиях. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям бездействия должностных лиц администрации муниципального образования поселка Чукурдах по обеспечению жилищных прав пострадавшего гражданина, иных уполномоченных органов и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики. В прокуратуре республики продолжается прием граждан. Сегодня в Якутске начальник управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку Андрей Мандахонов лично встретился с гражданами и ответил на проблемные вопросы. На встрече присутствовали прокурор республики Максим Попов и руководители контрольно-надзорных правоохранительных органов и организаций. Помимо очной встречи граждане обращались и по видеоконференц-связи. По итогам приема начальник управления поручил по всем нарушениям прав незамедлительно организовать проверки и принять эффективные меры. В Нерингре более 40 родителей воспитанников детского сада номер 58 «Красная шапочка» подписали обращение с просьбой провести проверку качества питания в образовательном учреждении. В конце января текущего года в одном из родительских чатов детского сада появились фотографии замороженного молока, несвежих фруктов и несоответствия продуктов, выдаваемых детям, тем, что указаны в меню. Кроме этого, поступила информация, что объемы порций питания ниже положенных. По словам родителей, питание – это лишь одна из проблем, которые существуют в образовательном учреждении. Инициативной группой были направлены обращения в различные инстанции и контролирующие органы республики и района. Обоснованность жалоб и что необходимо изменить в организации питания дошкольников покажут проверки, которые теперь предстоят детскому саду. 31 у нас января нынешнего года поступило обращение от группы родителей в управлении образования по факту некачественного организации питания в образовательном учреждении. Поэтому на сегодня приказом управления образования организована служебная проверка, идет расследование, изучение документов, исследуются все нормативные документы образовательного учреждения. По факту служебной проверки будут сделаны выводы. Алданские пожарные провели плановые пожарно-тактические учения. На этот раз, по легенде, воспламенился резервуар ГСМ на одном из местных топливозаправочных предприятий. В учениях поучаствовали наши корреспонденты. Быстрота реагирования и слаженность действий – вот главные помощники спасателей на пожаре. Четко оценить обстановку и довести до автоматизма действия расчетов позволяют учения, которые практически проводятся раз в месяц. На этот раз задача была непростой. По легенде, горел резервуар с топливом.
По замыслу учения произошла разгерметизация и воспламенение второго резервуара со вскрытием и возгоранием. Одинаковых ситуаций не бывает, особенно когда пожару присваивается высшая категория. На учениях отрабатывают сразу несколько версий развития событий, чтобы в реальной ситуации опережать замыслы огня. У каждого пожара свои особенности, и развитие пожара невозможно предугадать. Он может быть очень различный. Как бы не первый год мы проводим такие учения. В принципе, у нас показатели хорошие. Тушение техногенных пожаров занимает достаточно длительное время, от 4 и более часов. Параллельно идут работы по тушению объектов и отсечению от огня близлежащих. Тактика тушения – не допустить дальнейшего распространения пожара на соседние резервуары, не допустить розлива нефтепродуктов в обвалование и последующая его ликвидация в объеме, который он принял на момент прибытия пожарных подразделений. Итоги плановых учений еще предстоит оценить, но очевидно одно. Такие мероприятия позволяют поддерживать на высоком уровне готовность гарнизона пожарной охраны к тушению пожаров. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Центр патриотического воспитания «Авангард» на базе Якутской кадетской школы-интернат получил первые образцы военной техники. Работа по оснащению центра деметаллизированной техникой ведется по поручению главы республики. Сообщается, что в скором времени центр получит еще 28 единиц техники. Так, из Восточного военного округа ожидается поставка 16 единиц ракетно-артиллерийского и 12 единиц бронетанкового вооружения. Все образцы деметаллизированной военной техники будут выставлены в качестве памятников. Разгон до 100 км в час за 10 секунд. 33 седана с мощным двигателем пополнили автопарк госавтоинспекции. Патрульные автомобили «Лада Веста» были специально доработаны для силовиков. Какие преимущества у новых автомобилей, узнаете из следующего материала. Повышенный дорожный просвет, наружные круговые видеорегистраторы, улучшенная управляемость и комфорт – это еще не все преимущества новых патрульных автомобилей. Укомплектованы у нас, получается, рейкой для измерения крупногабаритных транспортных средств, рулеткой для измерения дорожного полотна, алкотестеры «Драгер», которые уже сразу идут с принтером для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе у водителей с признаками алкогольного опьянения. 33 седана были приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за 3 года работы проекта подразделения Госавтоинспекции Республики получили 162 автомобиля. В этом году новую «Ладу Весту» получили 5 районов. Старшего лейтенанта полиции Сидорова Эдуарда Михайловича. Ежегодное обновление и укрепление материально-технической базы подразделений ГИБДД позволили существенно сократить количество ДТП на дорогах Якутии. Так, за весь прошлый год на 22% сократилось количество погибших граждан на дорогах и на 8% сократилось количество ДТП, совершаемых пьяными водителями. Естественно, это улучшит качество выполнения поставленных задач президентом Российской Федерации на сокращение погибших граждан на дорогах и, естественно, улучшит качество всех участников дорожного движения. Поэтому у нас большие задачи стоят, год только начался, и поставлены амбициозные задачи, чтобы мы максимально сократили количество дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на наших дорогах. Все направлено на сохранение жизни всех участников дорожного движения. Новые автомобили позволят сотрудникам ГИБДД максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях. Положительно скажутся на выполнении служебных задач, в частности, на обеспечении безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. В 2022 году в селе Чамча-Орто Ленского района появится высокоскоростной интернет 4G. Это стало возможным благодаря включению населенного пункта в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Сельские населенные пункты, в которых будет проведен высокоскоростной интернет, выбирались путем голосования на сайте госуслуг.
в каждом населенном пункте, где мы провели оптоволокно, будет установлена усиленная связи до формата 4G. То у нас получается 10 поселений. Сейчас главами поселений отрабатывается с операторами. Вся эта работа ведется, и, думаю, в течение года будем усилять. Добавим, что остальные населенные пункты Ленского района, у которых есть технические возможности подключения к 4G, в скором времени также будут подключены к мобильной связи за счет средств района. На данный момент из всех сел мобильный интернет есть только у жителей Ортонахара. Специальное оборудование, усиливающее связь, появилось там в 2019 году. Таю, Коланхо и Асохай. В Москве прошла презентация Татинского улуса в рамках второй художественной промышленной выставки «Уникальная Россия». Из Якутии в столицу приехала внушительная делегация. Это 22 мастера народных промыслов и деятели культуры. Подробнее в следующем материале. На главной площадке выставки «Уникальная Россия» в гостином дворе звучали якутские песни, отрывки из Олонхо, зрители угощали северными деликатесами. И по традиции презентация Якутии закончилась, конечно же, нашим традиционным танцем Асохаем, танцем дружбы и объединения. Таким масштабным представлением делегация из Татинского улуса решила отметить сразу несколько юбилеев. Это и 100 лет образования ЯССР, а также 110 лет со дня появления Татинского улуса. И творческим перформансом якутянам удалось удивить москвичей. Очень понравилось, очень необычное. Да, особенно девушка понравилась, которая играла вот на этом вашем и горловое пение. Восторг. И очень вкусная рыба у вас. Очень интересные, очень красивые наряды у вас, обычаи, угощения очень вкусные. И замечательно снят видеофильм с красотами. Все там, и северное сияние, и красивая природа. Ездя по регионам, смотря как презентуют свои регионы, я вот сейчас был впечатлен, как Якутия презентовала себя. То есть это красиво, ярко, интересно, насыщенно, оригинально. То есть я очень люблю Якутию, хочу ее посетить. Надеюсь, в этом году уже будет. На выставку татинцы привезли не только концертные номера, но и работы своих народных мастеров. Их объединили в большую красочную экспозицию, которая привлекала всех посетителей форума. 42 кузнецов и мастериц отправили свои творения. На выставке мы назвали свою выставку «Ис-Ус-Саха». Это декоративное прикладное искусство народа Саха. Представлены все виды работ, начиная от косторезного искусства, заканчивая до конского убранства. Посмотреть на работы татинских мастеров можно еще в течение недели. Также в рамках форума наши земляки проведут мастер-классы по игре на хамусе и бисероплетению. Максим Кардозо, Джор Березкин, Москва. В столице Якутии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам выступления якутских борцов на международном турнире по вольной борьбе Гран-при Иван Ярыгин. Республику на традиционных соревнованиях в Красноярске представили 10 борцов. Единственным, кому удалось взойти на пьедестал почета, стал Виктор Рассадин, одержавший победу в весовой категории до 70 килограммов. Главный тренер сборной республики Александр Оконешников в ходе пресс-конференции дал среднюю оценку общему выступлению своих подопечных. У нас задача сейчас пройти 2 учебно-тренировочных сбора, у Вити конкретно, к чемпионату Европы. Там нам надо пройти уверенно, что без травмы, без ничего. Там дальше будет видно, как тренерский совет будет решать, кого куда отправлять. Будем по ихнему плану работать. В общем, выступление сборной оцениваю средней, потому что у нас одним результатом Вити оценку давать тоже считаю нецелесообразно, но другие наши легковесы отпороли средней. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.